А кто ответит за эти жизни? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, о чем никогда не признается наше правительство. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Источник, близкий к правительственным кругам, сообщил, что в результате приграничного конфликта 14 и 16 сентября, это без учета 17-го, убито 39 граждан Таджикистана. По словам источника, среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители, в том числе беременная женщина и дети. Официально власти так и не сообщили, сколько человек погибло и сколько было ранено в результате последнего приграничного конфликта. Кыргызская сторона заявляет о 24 погибших и более чем 100 раненых. Хамчибек Ташиев, глава кыргызского ГКНБ, сказал, что страна в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном понесла большие потери. Однако президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем обращении к кыргызскому народу заявил, что по последней информации таджикская сторона понесла большие потери. Один из высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения Таджикистана, у которого на руках есть список погибших с 14 по 16 сентября граждан Таджикистана, на анонимных условиях сказал, что им не дали разрешения озвучить цифры потерь во время последнего вооруженного конфликта на границе с Кыргызстаном. Этот чиновник отметил, что из 39 погибших с таджикской стороны большинство гражданские лица. Как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, кто должен понести за это ответственность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Один из военнослужащих пограничных войск Таджикистана в городе Исфара и 3 местных жителей сказали, что вчера они похоронили 8 человек, причем 6 из них были членами одной семьи. Среди них 2 детей: 5-летний Имрон Илхамзада и 6-летняя Асмаахон Амридинзада. Невестка семьи Садакат Укмадзада была беременна и должна была родить через 1,5 месяца, рассказал один из источников. Среди жертв конфликта, которых похоронили в Исфаре, был также один пограничник. Помимо мирных жителей в Исфаре за минувшие сутки были убиты около 10 жителей Джамаата Авчи-Кальяча, Бабаджан Гафуровского района, которые пришли в местную мечеть. Один источник в правительстве Таджикистана сказал, что когда эти люди собрались на заупокойную молитву, которую читают после чтения намаза, кыргызские дроны атаковали их. МВД Таджикистана также подтвердило это нападение, однако при этом не сообщило, сколько человек погибло и сколько получили ранения. Кыргызская сторона это нападение не комментирует. Радио Азади собрало из различных источников информацию о 12 погибших во время конфликта, и сбор этой информации по созданию полного списка продолжается до сих пор. По сообщению официальных властей обеих стран, за истекшее время с момента начала конфликта ситуация на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном так и не нормализировалась. Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, обе стороны периодически сообщают об обстрелах в нескольких приграничных районах. Как вы думаете, это закончится, и что нужно сделать, чтобы она закончилась как можно быстрее? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!